Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Выйду ли я замуж? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадывайте на себя, так и спрашивайте, выйду ли я замуж, буду ли я в браке. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы водят моими руками, потекают. То, что открыто. О чем это? Красное желание. Так, ну дерево есть. Дерево, вот оно, пожалуйста, есть. И веточки на нем есть. Дерево говорит о том, что семье быть. Будет ли это официальный брак, либо это будет просто сожительство, я не могу вам сказать. Но то, что семейное дерево зарождается, то, что оно уже спроецировано, это 100%. Я вижу перед собой женщину, которая уже была в отношениях, которая познала любовь, причем любовь печальную, любовь, которая разбила сердце, растоптала душу. Такие, знаете, осколочки сердца. Не проблема выйти замуж для вас. Проблема в том, что душевно, физически, морально вы просто к этому не готовы. Даже если вы этого хотите, говорите, да, хочу, но по факту вы период здесь и сейчас мужчин побаиваетесь, вы им не доверяете. То есть, знаете, как не доверяю глазам своим. Послушайте, здесь есть болька и печалька. Вот здесь что-то напутано, очень сильно напутано. Это следует распутать. Если распутать не получается, нужно отсекать, понимаете? Вам нужно разобраться с собой, разобраться со своим внутренним состоянием, принять, либо простить, да, вот что происходило в прошлом. Пока вот эта спутанность присутствует, вы на любых мужчин будете смотреть холодным взглядом, и там, не знаю, там принц какой-нибудь придет, вы же его сразу пошлете. Как только он начнет говорить про брак, про более какие-то серьезные отношения, вы испугаетесь, его просто пошлете. Надо разбираться, девочки, с собой. Вот по-хорошему, да, вот посидеть, подумать, может быть, что-то там выписать, да, что было, какие-то мечты, желания не оправдались. Подумать, что делали вы, подумать, что делал, например, ваш партнер, там, бывший муж, либо парень. Разобраться, что вас так сильно обидело, и начинать как-то принимать эту ситуацию, понимать, что да, вам не повезло, да, как бы там, не сошлись, разные люди были. Вот. Это не значит, что все мужчины плохие. Ну, так просто не бывает, что прям все одинаковые и все плохие. Вам просто не повезло. Не повезло, не тот мужчина вам попался. Понимаете, мои хорошие, пока вы вот эту печальку, пока вот это разочарование и страх, вот, да, у вас есть страх на самом деле, вы боитесь. Здесь, кстати, кому-то бы прям очень-очень помогло, если бы вы делали отливки, снимали бы испуг. Причем испуг перед отношениями. Понимаете, вы мужчин боитесь. Боитесь, что опять разочаруетесь, боитесь, что опять те же грабли, что опять боль будет, опять какой-то там тягомотенный процесс, да, там склеивание того, что разбилось, потом разочарование и прочего. Вот надо разбираться, надо. Причем, чем раньше вы начнете работу над собой, тем скорее вы это все закончите и выйдете в новую жизнь. У вас вот из этого узла прорастает образ мужчины. Этот мужчина похож на чудовище. Понимаете? Даже еще раз говорю, идеальный мужчина попадется вам на пути, вы его не примете. Вот прям по-серьезки вы его не примете. Ну, флиртовать, там, общаться, встречаться, окей. А вот если серьезно, нет. Опять можете испугаться, опять можете убежать, скажем так, да, и закрыться. И то же самое у девчонок, кто сейчас в треугольнике.
Вот треугольник либо есть, либо уже закончился. И вот эти воспоминания прошлого, они просто ужасные. Ужасные, они вас опустошают, они энергетически вас уже вот превратили просто в тень. Тень от вас осталась. Вот не повезло, не повезло. Были отношения и не повезло. Здесь мужчина обидел. Знаете, может быть, обидел, там, систематически обижал, да, а мог обидеть просто какой-то одной фразой. Одна фраза, одно слово, которое вот прям мечом в сердце попало, и теперь до сих пор сердце кровоточит. Надо этот меч вытаскивать. Так, по поводу того, что будет. Ну, поскольку дерево у нас прорисовалось, то есть дерево у нас в проекции, а счастью быть. У вас мужчина для брака идет какой-то необычный. У этого мужчины какие-то знаки отличия. Я не знаю, может, у него медаль какая-то есть, может быть, у него какие-то там награды, да, может быть, он там спортом занимался, у него много наград есть, может быть, он там служит где-то, да, получает награды. То есть человек, который прошел через определенные испытания, огонь и воду, мужественный очень человек, и человек, который не боится брать на себя ответственность. Вот такой мужчина идет. По поводу возраста я вам не скажу. У кого-то отыграется ровесник, у кого-то постарше, у кого-то помладше. Это не важно. Важно, что ментально этот человек, вот IQ у него будет высокий, а вот ментально будет как ребенок. Понимаете, умный, развитый человек, может обладать энциклопедическими знаниями, но душа как у ребенка. Понимаете, вот такой вот прям светленький, добренький, открытый всему миру. Вот такой человек идет. Но за вот эту свою открытость не раз поплатился, не раз был предан. Причем он мог быть предан и женщинами, и друзьями, и даже семьей. Сейчас он как в броне ходит, понимаете, вот он закрыл свою добрую душу и одел на себя броню. Чтобы люди не видели, насколько он, ну, такой, знаете, как рубаха-парень, он всегда хмурной такой, знаете, вот не улыбается, либо крайне редко улыбается только с теми, кому он доверяет. То есть он очень закрытый человек. Вот если внешне посмотришь, скажешь: о, какой суровый. А на самом деле нет, он добрый. Просто не всем он открывается. И чтобы он открылся, нужно как заслужить. Вот у вас идет такой человек. Его сильные черты характера — это то, что он такой, знаете, домовитый. Домовитый, он все умеет практически делать руками. Он, может, даже увлекается, знаете, мастерит что-нибудь там, либо сам ремонт может делать, создает. У него есть такой талант, и ему это нравится, он этим занимается, это ему доставляет удовольствие. Знаете, одним мужчинам доставляет удовольствие попой диван продавливать, да, с пивом сидеть, все подряд по телевизору смотреть. А есть те, которые вот там в 6 утра встал, там побежал, поактивничал, что-то сделал, там принес, унес. Ну, такой немножечко, кстати, в этом деле суетливый, любит очень порядок, любит, чтобы все было вот по полочкам, чтобы все было правильно, красиво, там правильно сложено, бардака не любит. И знаете, что вот еще хочу сказать? Вот он не любит бардак, но при этом он никогда не будет, например, говорить там женщине: иди там убери, это женское дело. Если он видит что-то не в порядке, он пойдет сам сделает, вы даже знать не будете. Пошел там, убрал, почистил, туда-сюда, да. Такой человечек. По поводу негативной черты характера, ну, как бы да, тут тоже есть. Он не любит, чтобы в нем сомневались. Он не любит, чтобы его в нем, знаете, как, наверное, оскорбляли как-то, либо неуверенность, да, чтобы там его высмеивали, либо с кем-то сравнивали. Вот этого он очень не любит. Очень не любит. И по поводу денег у него тоже пунктик какой-то есть. Он не скряга, он не жадина, но он, знаете, как деньги считает. Считает, и необдуманных поступков, необдуманных покупок он никогда не делает. Вот есть у него план что-то купить. Перед тем, как купить, он будет изучать этот вопрос. Какого качества должен быть тот или иной товар.
там на него документы, сертификаты, инструкции, как это работает, аналоги обязательно. Потом он будет искать разные места продаж, сравнивать цены. Ну, такой скрупулезный человек. Кого-то это раздражает, а кто-то, наоборот, этому будет рад. Но, тем не менее, вот если надо, он сделает, купит обязательно. То есть тут не сомневайтесь. Будет ли он тратить деньги на вас? Да, будет. Мало того, он еще и будет доверять вам. То есть, как... не будет требовать отчета, где купила, что купила, сколько потратила, сколько... Вот этого ничего не будет. То есть у него вот чисто такой домостроевский менталитет. Да? Я типа мужик, я главный, я должен. То есть я должен зарабатывать, я должен обеспечивать. Если вы работаете, то то, что вы заработали, это ваше. Ваше, и он никогда не спросит, и никаких претензий там, к вам по поводу того, что вы там отдельно зарабатываете, на себя тратите, он иметь не будет. То есть мужчина в этом плане хороший. Хотя есть девочки, которые любят, чтобы их контролировали. У меня есть такая знакомая. Так, еще по поводу негативных характеристик. Он вспыльчивый. И это какая-то травма у него была. Травма может быть в процессе жизни, может быть из детства. То есть вот если его зацепить вот за больной мозоль, на больную мозоль надавить, он может вспылить. Вот прям ох-охо, да, вот прям гром среди ясного неба. Но в целом он все-таки спокойный человек. Главное не задевать. Задевать, вот есть какие-то темы у него, либо то, чего нельзя касаться. Вот там лучше не трогать, чтобы всем было спокойно и мирно. Еще он очень любит то ли скорость, то ли какой-то вот драйв, адреналин ему нужен. Вот то ли хобби у него какое-то, то ли увлечение. Может, он там скалолазанием занимается, может быть, он на байдарках любит там с каких-нибудь этих горных рек спускаться. Может быть, машину он быстро водит, может, мотоцикл у него есть. Но у каждого отыграется по-своему. Вот какой-то дикий запрос на адреналин. Ему постоянно нужно будет этот адреналин получать. А как у нас адреналин вырабатывается? Только лишь в момент опасности. Вот любит он себе нервы пощекотать. Вот это вы тоже должны про него знать. По поводу алкоголя. Ну, я так скажу, я не вижу перед собой алкоголика. Возможно, он и пьет, выпивает, да, не пьет, выпивает. Но вот прям так запойно как-то, либо там все пропивать, нет, такое за ним не водится. А у кого-то прям девчонки отыграются, что вот прям спортсмен не пьет и не курит. Вот прям такой даже может быть вот как характер у человека. Либо вот смотрите, если вы попросите, скажете, там, мне неприятно, что ты куришь, либо я не пью и не переношу запах алкоголя. Вот ради вас он прям, если слово даст, он обязательно сделает. То есть бросит там пить, курить и все прочее. Но это вы уже потом с ним разберетесь. Так, каким будет мужем? Хорошим будет мужем, заботливым мужем. Вот девочки, которые не любят, чтобы им помогали, да? Чтобы влезли в их домашние дела. Вот этот будет лезть. Он будет стараться помочь, он будет знать, что где лежит, сколько что стоит, что у вас есть, чего у вас нет. Закупки может сам делать, вот контролировать запасы, вот это он будет делать. Также, знаете, как может помогать. Ну вот я просто знаю, девочки есть не любят. Не любят, говорят, ну типа дом это мое, там кухня это мое. И мужчин к этому не привлекают. И раздражаются, если мужчина к этому ручки-то свои тянет. Вот это точно будет тянуть. Но я думаю, вы сможете договориться. В принципе, он человек адекватный. Но вы тоже можете, знаете, как расслабиться, распределить обязанности и отдыхать от рутины. Так, человечек этот, он вам не знаком. Знаете, что еще может отыграться? Может быть, когда-то давным-давно вы этого человека либо видели там случайно, да, либо вы с ним могли посещать одни и те же места, но в разное время. Вот, у вас, как вы ходите по следу друг друга, да, по энергетическому следу. Почему вы до сих пор с ним не встретились? Потому что
у вас вот этот узел не позволяет. Если бы этого узла не было, вы бы уже давно с ним встретились, с тем, кто вам по судьбе. А этот по судьбе. Вы как в связке с этим человеком идете. Это не родственные души. Это скорее, знаете, как вот этого мужчину вам род предлагает. Вот тот, кто был раньше, вы сами себе нашли, выбрали. А этого уже род вам предлагает, чтобы у вас вот вместе союз произошел. Если детки у вас пойдут с этим человеком, то первой будет девочка. Девочка очень похожая на него. По характеру будет очень похожа на него. И внешне может быть похожа. Вот. А дальше уже там мальчишки могут пойти. Если деток у вас с ним не будет, ну, люди разного возраста меня смотрят, да, разных настроений и желаний, то у вас будет животное какое-то, потому что он очень любит животных, причем крупное, скорее всего. Вот как детка будет для вас это животное. Вот у вас с этим человеком в совместном идет ключ. Видите, вот он, видите, ключ такой выходит. Этот ключ говорит о том, что у вас будет совершенно новая жизнь, возможно, новое место жизни. Где-то вы будете с ним то ли уезжать, то ли переезжать. Но там, где вы находитесь сейчас, вы не останетесь на постоянку. То есть новые отношения и новая жизнь открывается. Возможно, такое место, что туда нужно будет как-то лететь, что ли, да, то есть далеко куда-то. Как-то вот пересекать какие-то тысячи километров, да. Но, вы знаете, вы не пропадете с ним, с этим мужчиной. Вот что-что, а комфорт и стабильность он вам сможет обеспечить и обязательно обеспечит. Так, что может быть проблемой? Проблемой могут быть ревность. Проблемой может быть то, что вы девушка со своими взглядами, да, вы не привыкли к патриархальным отношениям, в принципе, этого не приемлете. Но это не значит, что он будет вас там прям гнобить и говорить, что нет, все, я мужик, там женщина, знай свое место. Нет, просто он будет стараться быть максимально полезным и максимально ведающим человеком, да, вот в вашей семье, в вашем доме. То есть будет лезть туда, куда обычно мужчины не лазят. Кого-то это может раздражать. Девчонки, ну а что, лучше бы, если бы там где-нибудь с друзьями бухал. Поверьте, это не лучше. А если мужчина заботливый, хозяйственный, это же замечательно. Вот ко всему можно привыкнуть. Ко всему. Еще момент, который может быть проблемой. Этот мужчина часто закрывается сам в себе. Вот есть такие моменты, когда ему нужно что-то обдумать. Он любит побыть сам с собой. То есть он может там, знаете, как молчать, сидеть, да, либо там что-то обдумывать, и вас это может раздражать. Потому что вы человек общительный, вы не любите молчать, вы не любите закрываться. У вас вот эмоции, вам нужно поделиться, вы долго вот вообще не молчите. А этот мужчина такой. Здесь может быть недопонимание. Но я думаю, что в процессе вы научитесь жить дружно, понимать друг друга, да, и реагировать на настроение друг друга. Еще тут дети выходят. У кого есть дети, скорее всего, вы будете думать, переживать. Ну, конечно, каждая мамочка переживает, как мужчина отнесется к ее детям. Но я не вижу причин, чтобы вы переживали за мужчину. Возможно, дети будут как-то, ну, попервой настроены не очень, да, то есть, ну, как чужой дядька пришел, там, с мамой обнимается, в одной кровати спит. Здесь могут быть проблемы. Вот ревность от детей может происходить. И здесь, мои хорошие, нужны постоянные разговоры, объяснения. Почаще говорите детям, что любите, почаще говорите о том, что такое семья, как это важно жить в семье. Но сразу не получится. Вот если у вас детки, особенно там возраст от 5 там, до 15, не получится сразу. То есть будет какое-то вот противостояние. Вот ребенок будет настроен негативно по отношению к этому мужчине. Мужчине надо отдать честь, он не будет навязываться, там, что там нет, я там твой новый папка, называй меня папа и прочее. Так он делать не будет. Он будет очень деликатен, он не будет там пытаться воспитывать, нет. Если ребенок, он видит, а ребенок его принимает, конечно же, он откроет сердце, там скорее больше, знаете, как дружеские даже отношения будут.
Вот, все наладится. Но то, что воспримут негативно, это точно. И еще момент. Тут еще какая-то ревность может быть со стороны вашей семьи. То есть мама, папа, там, сестры. Кто-то может подревновать, сказать, увели из семьи. Хотя, в принципе, человек понимает, да, что вам будет лучше. И, конечно же, лучше жить в семье, чем одной. Но, тем не менее, вот что-то может быть. Могут там что-то вам рассказывать, там, на него там воду лить, на мужчину, на вашего. Ну, это временная ситуация. Знаете, мои хорошие, вот этот брак вот вам идет где-то конец лета, начало осени. И это не этот год, а скорее следующий. Вот что прям заключение брака, заключение союза. Не сейчас. С этим человеком у вас встреча произойдет тоже где-то приблизительно конец идет сезона. То есть либо это конец весны, либо конец лета. Вот. Тогда у вас с ним будет встреча. У кого-то, кстати, встреча будет в интернете. В интернете познакомитесь, а кто-то познакомится через людей, то есть либо благодаря людям, да, может быть, вы где-то будете в людном месте, там познакомить, может быть, кто-то через кого-то вас познакомит. Но здесь больше идет, как мужчина сам вас находит. То есть мужчина первый проявляет инициативу и желание вот знакомиться и общаться. Вы, кстати, долго будете встречаться, вот до момента съехаться, сойтись, какой-то определенный прям такой отрезок времени длительный пройдет. Потому что и вы не склонны прям открываться, доверять, и мужчина такой, знаете, ненавязчивый. То есть не будет он прям там вас измором брать, этого делать не будет. То есть такие очень галантные отношения между вами. Начнется все с дружбы, с доверия, а дальше пойдет по нарастающей. Вот выйдете вы с этим человечком в брак. И, мои хорошие, еще раз хочу сказать, поскорее вот этот узел свой прошлого заканчивайте. Чем быстрее вы вот это все обрежете, тем быстрее встреча у вас и произойдет. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.